Александр Данилович, здравствуйте. И сразу первый Здравствуйте. вопрос такой. У вас очень серьезная военная биография. И такой вопрос. Какой все-таки был День Победы у вас, когда вы его встретили и где? Именно День Победы, 9 мая 45 года. День Победы мы встретили в 45-м году на Эльбе. Расскажите нам, как это было? Ну, как было, нашу диета. Сейчас на последней ликвидации туда послали, там мы, и у нас еще закончилось. Встретились с американцами, с англичанами. Нас туда не пустили, и они к нам перешли через Эльбу. Обнимались, целовались, думали, что вместе будем жить, а потом началась холодная война, и все разъединили нас, да? Вот так. А народ такой же самый, что мы, что и американцы, какая разница? Что происходило в это время, вот, когда узнали о победе? Вокруг что происходило в этот день? Ну, ничего особенного не происходило. Мы как военные, они военные, мы военные, пообщались, а все на этом кончилось. И разошлись. Все. Нас сразу оттуда убрали, пограничные войска сунули, и все. И пошла холодная война. Все. Вот так вот. Они к нам перешли, нас-то туда не пустили через Эльбу. Ага. Они к нам перешли. Тогда же политика такая дурная была. Вот повстречались, пообнимались, пообщались, и на этом все. А потом, когда отошли, уже каждая там войска самый, ну, как говорится, в тылу отмечали этот День Победы. А это что кино, которое идет, встреча на Эльбе, это вся чушь, там это не такого ничего у нас не было, как у кино показывает. То есть они простые воины, как и вы были, и все, и... Одинаковый, народ же один и тот. Народ одинаковый. Алексей Данилович, я вот хотел узнать, да, вы войну начали практически подростком, и, ну, слово страшно было, наверное, даже, ну, не знаю, как это сказать. Не сколько страшно было, а насколько была ненависть к врагу, что вы подростком пошли партизанить и воевать. Вот какое чувство перевыполняло? Вот почему так случилось, что вы пошли на войну? Ну как случилось? Это не случайно. Я, конечно, что мне полностью не было 17 лет. Мы же в оккупации были. А потом, когда освободили, сразу призывать начали в армию. А куда денешься? Никуда не денешься. Власть есть власть, все. Так что будь добрый, подчиняйся. Призвали и пошел, все. Ну вы же до этого Вот так вот. партизанили, до призыва, да? Нет, в оккупации были. Откуда? Я же еще пацаном был. Так, где партизанить? А вот когда освободили, сразу призвали, и все уже. Мне еще 17 не было, уже призвали меня это в армии. И первый бой, первое, запомнилось что-нибудь такое яркое из этой военной жизни? Что? Ну, что запомнил? Запомнил, все боялись, страшно было. Сразу это, как говорится, от мамки забрали и сунули это на мясо. Было страшно, а потом все, привыкли, приучили, и все, и пошло, и поехало. У вас какая военная профессия была? Пехота, основной род войск. Ну, пехота большая пехота. Есть пулеметчики, есть автоматчики, есть просто бойцы. Рота автоматчиков, разведчиков. Нас сразу набрали, 35 человек. У первый бой пошли, город Ковель такой есть, Западная Украина. У первый бой пошли, там потеряли 2 человек.
связного Алексея и командира отделения Можайка. Вот так. Это первый бой наш был. А потом же много боев было. Вы же брали Берлин. Как это? Сейчас это как-то легко звучит. Брали Берлин, но, наверное, это вещь очень страшная. Ну, было, конечно. Потому что Берлин это наше еще командование, и все играли роль. Я же был у двух командных. У командного состава. Первый раз, когда приезжали, Рокоссовский командовал, а потом, когда начали подбираться уже в Германии к Берлину, тут переиграли все Жукова, переменили на первый белорусский фронт, а Рокоссовского на второй. Борьба была у них между собой, кто должен был взять Берлин. Вот так вот. Вы как брали Берлин? Как это происходило? Ну как, ну солдаты есть солдаты. Нас посылали, мы шли также в бой, так. Там что творилось, там вообще гиблое дело было, так. А какими-то улицы, вот где именно в Берлине вы воевали? Там же большой город, в принципе. Ну город большой, но в основном у нас было это предместье Берлина, город Спандау. Было там всего, вообще было. Все смертельно было. И немцы гибли, и наши гибли по дурости. Когда Берлин взяли, у нас накрылось 800 предметов, техники. Все разбито было. Как сегодня государство к вам относится? Как вообще вы... Есть ли у вас какие-то предложения, а может быть, вы довольны всем? Как вы считаете? Ну, для себя что помогает, то мне помогает, чем помогает, я этим доволен. Так. Мне достаточно, я человек одинокий, так мне все хватает нормально. Только что препаратом вот не обеспечить, это медицинскими препаратами, это дело другое. В Якутию как попали после войны? После войны не в Якутию поехал, я поехал после войны в Мурманск, а с Мурманска в Карело-Хвильскую, с Карело-Хвильской в Охотск. В Охотске прожил 7 лет, а потом переехал в Якутию в 60-м году. Вот с тех пор я уже нахожусь здесь. А причина переезда, что случилось? Ну, то же как, работали, переводы давали, это сохраняли рабочий стаж и старались все это переводом, чтобы делали все. Я это отношение взял в Якутию СМУ-2 и туда переехал, приехал в Якутск по отношению. Это фактически как переводом вроде того. С Охотска я сюда переехал. Плотником работал на строительстве. Жилье строили. И так и остались здесь, я так понимаю. Могли же уехать, мне говорили. Да. Все. Перешел это со строительной организации, перешел это механизатором стал, выучился на водителя и проработал в Якутии 32 года, по районам ездил. А на родине были? На своей? Временами поэтому заглядывал туда, так как жить не собирался там. Ну и чем вас привлекла Якутия, может быть, расскажете? Чем привлекла? Как говорится, работал. Народ такой же самый, одинаковый. Ездил по районам, много знакомых завел. Но сейчас уже все нету, все поуходили
в другой мир, так что это сейчас уже отсюда никуда не собираюсь ехать. Ну, я А знаю, ну что все, Клавдия может, Шульженко ездила. Вот кто из знаменитостей вы видели на войне из артистов? особенно Александр имени Александрова приезжал во время войны и после войны, когда в Германии находились. Я там после войны в Германии находился 5,5 лет. Да, серьезно. Вот невольно сравниваешь те времена и сегодняшние. Что вы можете сказать? Та же Германия, те же американцы теперь пишут историю о том, что они победили, чуть ли не весь мир спасли и все такое прочее. Ваше отношение к такому? Мое отношение какое? Это политика есть политика. Никакой они не побеждали, они не дураки, они куда ни ну, это своих народ не посылали на это, на мясобойны на эту. А наши, как говорится, первые лезли, старались доказать, что только мы воевали. Так. Если этот год для вас юбилейный 75-летие Победы, он отличается от других годов? То, конечно, 45-й год это запомнился, потому что мы живые остались, а война кончилась, думали, жить будем прекрасно, все. Получилось все по-другому. Так. Что пожелаете нынешнему поколению, которое живет? Какой наказ дадите этому поколению? Какой наказ? Насильно же не прилепишь никому ничего. Это уже их положение. Как хотят, так и живут. Каждый по-своему. Не, ну, У меня какой принцип был? Я живой остался, думаю, буду жить, да и все. А как жить, это я уже по-своему буду жить. не жалеете, как прожили? Ну, не знаю, может, неправильный вопрос. Даже сейчас жалею. Да? А почему? Наверное, надо было что-то по-другому сделать, да? Ну, не знаю, как по-другому или все. Ну, Ну, пожелайте я, нашим ветеранам, что вы можете пожелать ветеранам, которые еще живы, которые еще, как говорится, могут ну, говорить. которые живы, пусть еще это, живут потихоньку, крепятся, все. Здоровья им пожелаю, все хорошего. Все. Огромное спасибо, Алексей Данилович. Ну, я вам Все, пожелаю вам тоже также. здоровья, побольше оптимизма, наверное. Вам также все хорошего. Крепитесь, держитесь. Берегите здоровье свое. Спасибо огромное, спасибо. Пожалуйста.